Добрый день. Вы видите, что мы находимся на поле. На этом поле уже выкопанные акации лежат в тележке. Они лежат здесь не просто так. Мы их должны будем сейчас сформировать для того, чтобы высаживать уже сформированные растения. А осенью, вот сейчас самая пора для того, чтобы заниматься как раз пересадкой растений. И наш город в это время как раз занимается этим. Мы готовим растения для Парка Победы. Кроме того, мы высадили по улице Можайского акации, а это вот четко для Парка Победы. Кроме акаций, которые мы предоставим, это около более чем 500 штук акаций. Мы для Парка Победы выкопали и тоже упаковали все это, обрезали, сформировали. Это такие растения, как сирень, кизильник черноплодный, затем курильский чай, рябины у нас нет, рябинник рябинолистный у нас есть, значит. Затем жимолость декоративная, красная оранжевая форма, спирея средняя, иволистной мы не стали брать, а только спирею среднюю предоставили. Так, что еще, какие мы виды использовали там? Ну, вот это вот основной ассортимент видов, который хорошо у нас себя чувствует. Заранее для парка и для Можайского мы сделали питомники, куда высаживали еще в прошлом году маленькие растения. В этом году мы, уже подрастив их, высаживаем. И вот видите, какие-то растения у нас высокие получились, выросли, какие-то поменьше, и поэтому мы их сейчас все приведем к единообразию и высадим. Что нужно знать? Что несмотря на то, что сейчас у нас погода осенняя, вроде бы дождливая, но, тем не менее, растения обязательно нужно поливать. И когда вы будете высаживать свои растения, вы готовите лунки, как под обычные посадки у себя на огороде. Затем вы эти лунки заправляете, опять-таки, хорошей землей, заправляете перегноем, а затем заливаете водой и уже туда садите свои растения. И, как я уже говорила, самое главное здесь правило – это то, что кустарники вы можете заглублять на несколько сантиметров от корневой шейки, а деревья нужно сажать именно так, как они росли, то есть по корневой шейке. Вот. После того, как вы засыпали свою яму, вы ее должны хорошо, плотненько утоптать. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы корни распрямились в этой лунке, чтобы они соприкасались с почвой, и чтобы там не оставалось воздушных таких мешков, которые при промерзании почвы потом будут рвать корни. Поэтому вот такая вот утоптовка, она необходима для растений. Сделали вот это, полили еще раз, вода ушла, и сверху вот этот свой приствольный круг вы закрыли чем-либо. Можно перегноем, это у вас будет одновременно не только защита от холода корней, но и защита, то есть питание на будущий год. А можно просто, если нету перегноя, то сухой землей, можно опилками, желательно, конечно, перепревшими, но в принципе... Казалось бы, мы ее вырыли у нас без кома, да? Но такое растение перевозить нельзя, потому что оно подсохнет. Что мы делаем? Мы готовим болтушку, так называемую. Сейчас мы их просто поместили сюда. В этой болтушка представляет собой смесь земли и воды. Хорошо мы в этой болтушке корни окунаем полностью, чтобы они все были покрыты землей. А затем, вот видите, они все покрыты землей. И мы хорошо вот такое растение сможем перевести и транспортировать. Вот это очень важная вещь, особенно если вы не с комом берете растение, а берете растение вот таким вот образом. То есть без земли. Оно хорошо транспортируется в таком вот виде. Уважаемые зрители, давайте проедемся на велосипеде по центру нашего города Якутска от озера Сайсары и посмотрим беглым взглядом на наши газоны, посадки деревьев вдоль дорог. А пока будем ехать.
Я расскажу, что существует два вида озеленения – стационарное и мобильное. Стационарное представляет посадку растений непосредственно в грунт, а мобильное – в различные емкости. Вазоны и ящики. Эти два вида применяются в Якутске сейчас почти с одинаковой частотой. К основным способам озеленения относят клумбы, регулярные, нерегулярные и вертикальные газоны, обыкновенные садово-парковые, партерные, мавританские цветущие, тенистые, спортивные, луговые, нетравяные и рулонные. Применяются живые изгороди, рядовые посадки и аллейные посадки. Экологическая ситуация во многих современных городах является неблагоприятной для произрастания большинства деревьев, кустарников, трав и цветов. Неправильные условия посадки, вредители и болезни, а также механические повреждения приводят к значительному сокращению жизни городских деревьев и растений. Во избежание вышеперечисленных проблем и повышения качества озеленения города необходимо следовать определенным правилам и учитывать обязательные нормы проведения озеленительных работ. Для каждого типа почв существуют определенные нормы внесения минеральных удобрений с целью увеличения плодородия. Рекомендации по количеству насаждений и ориентировочный процент озеленяемых пространств определяется в зависимости от их назначения. Например, самые зеленые пространства – это бульвары, а территории жилых районов должны быть озеленены на 60%. Как видим, растительность у нас не такая многочисленная и пышная. Совсем немного высоких деревьев, которые растут вблизи некоторых зданий и были посажены более 15-20 лет назад. Лишь у определенных учреждений имеют место клумбы с цветами. Большинство посадок – это кустарники, поэтому функциональность озеленения не может выполнять ряд функций, актуальную для нашего города. Это запыленность городских улиц и высокая температура в знойные летние дни, когда асфальт и бетон становятся дополнительными тепловыми излучателями, нагреваясь прямыми солнечными лучами. Нужно большее количество крупных лиственных и хвойных деревьев, которые бы поглощали солнечную радиацию и улавливали пыль. У нас осень, самая красивая пора, в общем-то. Весна, конечно, хороша тем, что все у нас цветет, но зато осень – это у нас плоды и осенняя окраска. Вот смотрите, казалось бы, одно и то же растение – черемуха. Это черемуха маака, а та черемуха гибридная. У одной зеленые листья, а у другой такие фиолетовые, красивые, красные. А если посмотреть на другие растения, они приобретают, вон, видите, там у нас растет смородина красная, а затем вот там смородина альпийская. Это уже такие красновато-желтые листья. Ну и, конечно, все это в обрамлении наших прекрасных берез, елей. И все это создает такую великолепную, восхитительную гамму и поднимает наше настроение, как-то способность, может быть, сопротивляться различным неприятностям. И вообще в душе просыпается не весна, а потребность жить и дальше продолжать творить. Городу Якутску всегда не хватало зелени. Одним из первых решений по озеленению был так называемый сквер Ивана Крафта в самом центре Якутска, ныне на площади Дружбы. Но это была скорее дань моде. Республика веками была неурбанизированной территорией с естественными природными ландшафтами речных долин, лесов, озер и гор с разнообразием нашей северной флоры. Время идет, города растут, требуя новых параметров жизни горожан, которые реально чувствуют себя закованными в пыльные кварталы стекла и бетона. Это естественная потребность человека – нуждаться в природном комфорте. Сегодня, перебравшись в городскую среду из села, горожане вдруг осознали, что пора что-то менять вокруг. Кругозор многих расширился. Они побывали в разных странах, где города не страдают от отсутствия зелени, даже на Ближнем Востоке, где очень засушливо и пустынно.
Зелень – это создание эстетичной и комфортной атмосферы, уменьшающей уровень стресса у горожан, способствующей релаксации и улучшению психологического здоровья. Зеленые зоны стимулируют к активности на открытом воздухе, способствуя социальному взаимодействию. Так повышается качество жизни горожан. Зеленые насаждения к тому же снижают уровень шума и электромагнитного загрязнения. Озеленение городов способствует сохранению и даже увеличению биоразнообразия за счет интродукции новых видов. За счет грамотного городского озеленения появляется возможность восстановления природных биоценозов. Горожане видят, что около некоторых учреждений созданы весьма уютные зеленые уголки. Навскидку можно отметить район Института мерзлотоведения, медицинского центра, а в центре Институт биологических проблем Криолитозоны, Сургутнефтегаз, Алросу и другие места, где подобное стало доброй традицией администрации этих учреждений. Пожелаем городу в его день рождения становиться все краше и зеленее. Знаете, мы столько с вами говорили о том, какие проблемы существуют вообще в озеленении города Якутска, да, и вот самая большая проблема, как оно было все-таки выявлено, это проблема ухода. Это даже не отсутствие земли, это может быть даже не отсутствие каких-то там замечательных, шикарных растений, а именно проблема ухода. Если вы не позаботились о том, как у вас будут поливаться растения, не позаботились о системе поливочной, не позаботились об обрезке, не позаботились о подкормке своих растений, то вы никогда ничего хорошего не вырастите. Это однозначно. Поэтому проблема ухода – это самая главная проблема. Ромашка аптечная, МТ-ромашка. Это однолетнее растение. Используются цветы, но в основном надземную часть. Применяется как антибактериальное растение при заболевании горла, простудных заболеваниях, ну и просто как чай тоже можно принимать. Это как успокаивающее. Вечером можно пить отвар чая на стакан кипятка, 1 столовая ложка. Это лопух, лопух малый. Он инорайонное растение. В этом году 2-й год растет. Считается сорным растением, но очень-очень полезное растение. Да? Сок лопуха обладает противовоспалительными свойствами.
Можно пить сок лопуха. Можно черешки есть. Вот. И сейчас вот проходит испытание. Вот одно растение, оно зацвело и дало семена. Облепиха. Облепиха – это видовая. Облепиха вообще очень обладает тоже противовоспалительными свойствами. Много витамина С. Да, и используются не только ягоды, но и листья. Делается хороший чай из листьев, а из ягод варенье. Можно с сахаром, соки, сиропы можно сделать. И масло можно выжать из семян. Масло, оно при болезнях желудка сразу же снимает боль. Поэтому у кого вот такие острые боли, то масло облепиха, оно сразу снимает боль. Ну и как при желудочно-кишечных заболеваниях используются ягоды. Вот это вот полынь лечебная. Народное название Божье дерево. Вот, оно применяется как пищевое, как при чаи используются. Ну и также обладает противовоспалительными свойствами. Очень хорошо, приятно пахнет. Не как другие, вот резкого запаха нету. Это инорайонное растение. Семена пока еще не дает, но отводками немножко начинает расти. Это проходит вот испытание. Мы поздравляем город Якутск с его днем рождения. И хотим напомнить, что через 8 лет городу Якутску исполнится 400 лет. И вот к этому году, 400-летию города Якутска, мы с вами можем очень хорошо потрудиться, создав питомник древесных растений, многолетних растений, и озеленить наш город и превратить его в город-сад. Это все в наших силах. Для этого необходимо создать питомник древесных культур. В чем, я думаю, очень заинтересованы и главы нашего города, и республики, и вся общественность. Поэтому еще раз с Днем города!